Вот они, победители конкурса «Алтын Калем». Любовь к родному крымско-татарскому языку – то, что объединяет участников. Многие из них не могут еще писать и читать, но уже говорят на своем родном языке. Ана тилим Алла берден харам, безым, харанлыхта ёлкостырден, чолпан йылдызым. Конкурсные работы, посвященные крымско-татарскому языку, принимали в течение месяца. Участники присылали стихотворения, эссе, записанные на диктофон. Работы выкладывали в социальные сети в группу «Ватан Седасы». Мне очень понравилось. Я еще буду участвовать. Я очень люблю радио «Ватан Седасы». Главная цель конкурса – популяризация крымско-татарского языка. Ведь через родную речь можно передать особенности культуры и традиции. Родители маленьких участников идею поддержали. Спасибо организаторам. Пусть будет больше таких мероприятий. Будем ждать и участвовать. Сохранять родной язык – это сложная задача. Пусть будет больше таких конкурсов. Желаем больше наград. Спасибо большое. Современная история крымско-татарского языка началась в конце XIX века. Просветитель Исмаил Гаспринский способствовал возрождению культуры. Он фактически создал первый крымско-татарский литературный язык. Провели конкурс, именно направленный на детей, на подрастающее поколение, с целью развития изучения крымско-татарского языка, крымско-татарской культуры. Сделали такой небольшой праздник для наших крымско-татарских детей и крымчан в целом. У нас самые талантливые и красивые дети. Они с радостью участвовали в нашем конкурсе. Были даже такие, которые отправляли свои работы в последние минуты завершения конкурса. Мы можем сказать с уверенностью, что у нас светлое будущее. Всего в конкурсе «Алтын Калем» приняли участие десятки детей со всего Крыма. Самому младшему едва исполнилось 3 года. Организаторы уверены, такое количество участников – лучшее доказательство любви к своей культуре и родному языку. Лилия Виджат, Магомед Нестуров, телеканал «Миллет».